27 августа свое 80-летие отметил ингушский кинорежиссер, актер, сценарист, заслуженный деятель искусств, народный артист Республики Ингушетия Сулумбек Мамилов. В праздничном вечере, посвященном режиссеру, приняли участие видные деятели и представители творческой интеллигенции республики. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы от всей души приветствуем вас на праздничном вечере, посвященном юбилею талантливого, многогранного человека, заслуженного деятеля искусств ЧССР, народного артиста Республики Ингушетия, режиссера, сценариста, актера, нашего земляка, которым без привлечения гордится ингушский народ, Сулумбека Ахмедовича Мамилова. Нам кажется символичным, что Сулумбек Мамилов родился именно 27 августа, в день празднования в нашей стране Дня российского кино. Так как благодаря таланту, а также мастерству, судьбой ему было уготовано стать родоначальником ингушской актерской и режиссерской школы и прославить в мире отечественного кино свой народ. Видный общественный деятель, большой патриот своей страны и малой родины, Сулумбек Мамилов, будучи совсем ребенком, познал все тяготы и лишения горестных и трагических лет, которые постигли наш народ в период депортации 1944 года в Среднюю Азию и Казахстан. После возвращения из ссылки на родину молодой Сулумбек сразу же поступает учиться в Грозненский пединститут. Но через 2 года переводится на актерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, который успешно оканчивает в 1962 году, так как с юных лет грезил желанием стать артистом. Первым фильмом начинающего режиссера была картина под названием «Цвет белого снега», а свой творческий путь в кино Сулумбек Мамилов начал с актерской работы в роли Казбича в фильме «Герои нашего времени». Кто это? Это Казбич. Он, знаете, не то чтоб мирной, не то чтоб не мирной. Подозрений на него много. Говорят, что любит таскаться за Кубань с обреками. Что, нравится коня, Зама? Такого коня, как у Казбича, ни у кого нет. Здравствуй, Казбич. Что-то давно не видал тебя. Салам алейкум. Где пропадал? Навестил бы? Скоро пригоню баранов, Максим Максимович. Ждите! Прелесть. А как ее зовут? Ее зовут Белая. Может, поедем домой? После успешной роли Казбича Сулумбека очень часто стали приглашать на разные роли. Но актерской судьбой Мамилов решил распрощаться очень скоро, так как всегда мечтал стать режиссером. Первым фильмом начинающего режиссера стала картина под названием «Цвет белого снега» с Мариной Неоловой в главной роли. Первые 7 лет после окончания высших режиссерских курсов начинающий режиссер-сценарист отдал Северокавказской студии телевидения, и они были для него плодотворными. Наполненный практическими и теоретическими знаниями, в 1977 году Сулумбек Мамилов в качестве режиссера переходит на работу в известную в то время Одесскую киностудию, годы работы в которой стали для него приобретением кинематографического опыта и больших друзей, известных деятелей кино Станислава Говорухина, Геннадия Корюка, Бориса Невзорова, Татьяны Друбич и многих других талантливых работников Одесской киностудии. Следующим в списке фильмов Сулумбека Мамилова стал фильм «Особо опасный», отснятый режиссером также на базе Одесской киностудии. В начале 80-х годов Сулумбек был приглашен в Москву в качестве режиссера-постановщика на Центральную студию детских и юношеских фильмов имени Горького для участия в работе над фильмом «Дамское танго». В основном все мыслящие. Режиссер – это мыслитель.
Но забывает, что режиссер и должен и чувствовать. Он чувственный режиссер, Суланбек. Это редкость, когда он сам актер. Он все это проживает, переживает. Поэтому это выходит. А от головы все сделать нельзя. Голова хорошо, но чувство лучше. Ну, как о режиссере Суланбеке, что я могу сказать? Я у него снялся в одной картине, к сожалению, в «Дамском танге». «Дамское танго». Ну, вроде горец режиссер-то. С гор спустился. Ну, снял картину, как будто родился где-то под Псковом или под Рязанью где-нибудь. Вот так. Если б на моторке, а так шиш догонишь. На Казанке перед ветерком и делать нечего. Эх, ребята, смотря какой ветерок. Да, это дед верно. Ну а сейчас в честь юбиляра прозвучит песня в исполнении народного артиста Республики Ингушетия Алаудина Эсмурзиева «Садяхи». Встречаем, друзья. صباحا والصوصو غريوات جبينا صباحا تشلا سيزد يا أخي واخق والسيدوش واخق والعخير سيزد يا أخي حدو حبا خصر صبوشا يا نشير حيز أشواخ الصور حدو حلال والصور حيز أشلال والصور حيز أشواخ أكبر نيانا مطبوسش سيوال снахаться да городуцаш азу бутуна садай мохцапха хасили осае лахтае лахха саязаде ахасе хаду хаба хасо савуча няначе حيز أشواخ الصور حدو حلال والصور حيز أشواخ الصور سيزنان خاليتش ميلت أز حدك شرخي دوب أز ورده تيتس حولف حيز حسين محشر قاتشلسة حوسة بيزم حسة بإيشسة نافتسة بوزة سيزة دعقستير حدو حوا خصور صبوشة نعنتشير حيزة شوا خصور حدو حلال والصور حيز أشلال والصور سيزة دعقستير حدو حوا خصور صبوشة نعنتشير حيز أشلال والصور حدو حلال والصور حيز أشلال والصور
произошла В списке его работ такие фильмы, как «День гнева», «Убийство на Ждановской», документально-исторические фильмы, «Мелодии гор», «Забытые герои Бреста» и другие. Всеобщее признание зрителя и наибольшую популярность режиссер получил после картины «Ночевала тучка золотая», снятой по одноименной повести Анатолия Приставкина. Человек, за которым ощущалось сперва, а потом и узнавалась огромная биография, трагическая, не менее трагическая, чем многие биографии чеченцев, которых я встречал потом. И ничего он не просил. И вообще хорошо, что он приехал не в качестве человека, который сразу давайте-ка вот вместе что-нибудь снимем. А были такие предложения, и даже от очень знаменитых режиссеров, я их сразу отвергал. Я не хотел коммерции вокруг этой повести. Это слишком для меня больно и связано. Молчать! Чтоб тихо было! Я, не видя ни одного фильма Соломбека, понял, что этот человек создан для моего фильма. Не плачь, Мавел. Алтывай. Залезай. Не плачь. Это было первое художественное произведение всесоюзной литературы о трагедии нашего народа в 40-х годах XX века. Пронзительная повесть, переложенная режиссером Мамиловым на язык кинематографии, мастерски донесла до зрителя всю суть жестокой депортации нашего народа. С этим фильмом режиссер объехал почти полмира, и везде авторы его картины встречали бурными овациями. Ну а для нашего народа этот фильм стал символом всеобщей памяти о безвинных жертвах женщин, стариков, детей, лишенных родины и подвергнутых жестоким репрессиям в феврале 1944 года. Много теплых слов гостями было сказано в адрес Сулумбека Мамилова. С пожеланиями и приветственным адресом от главы субъекта выступила начальник общественно-политического управления внешней политики Ингушетии Тамара Мальсагова. Народному артисту Республики Ингушетия, советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, актеру Мамилову. Уважаемый Сулумбек Ахметович, сердечно поздравляю вас со славным юбилеем, 80-летием со дня рождения. Посвятив свою жизнь служению творчеству, многие годы вы отдаете свои силы и знания любимому делу. Ваш яркий талант, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение ингушского народа, который ценит и любит вас за искренность, доброжелательность и отзывчивость. Видный режиссер, сценарист, актер и общественный деятель, вы принадлежите к славной плеяде ингушской интеллигенции. Своим творчеством, ставшим неотъемлемой частью культурной жизни Республики Ингушетия, вы внесли неоценимый вклад в развитие отечественного киноискусства. В день вашего юбилея примите искренние пожелания доброго здоровья, благополучия, новых творческих успехов, удачи во всех делах и начинаниях. Всего самого наилучшего вам и вашим близким. С уважением, глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров, 27 августа 2018 года. Указ главы Республики Ингушетия. За большие заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную общественную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия» Мамилову Сулумбеку Ахметовичу, советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, актеру. Глава Республики Ингушетия Юнусбек Мамальгариевич Евкуров. Друзья, на сцене народный артист Республики Ингушетия Руслан Зангиев.
قدوق حاقل دام واترسو هتا سكاج قوالم حقابراس ماميلو سولن بكا ديست خشودوجش خيتيا إبيغرامة دوي قمن دق دك خلدوي خير قستي الحير تاغن ووتر وسولن بك ما عمل قناغان سون تسيدير ناخ دنيا نشوح بحكا دينوج غط أخج واخل والج كادج ايدج لو تاج دواخج إلا جوي همل قالج غلغي شويتشوغ باشوغ قمالاتج مخكالاتج مقرلاتج حاواغ سسكل يوجويتي أهت كراجوزا تلا نور واغز حنزل ستور بيد الله دام حقك حن خور ين عيولو جيتسو بيلا так давинич режиссеру геттер кирме болчнахах кино дяккер цундик хор мелхал болгбы без бмяха солун бико да хөлдзбе танго халгырык бал бяккер калнах танго кино дякка деррик дини амаг дяккер ден өшим халур вендалы цани кире хаквас де игыз ваха шидош ялыр игызлуун дидер ханс кост дер кызыч харцулели ажзаму وينخ مخك قاست بابال لين خلو إذا عازب صوت خل فيزر آله صو إس آلر دوغلاس حنز جوزج كنو يمتت دقة دشوش مرخو يحقاش بيسغ سولن بكوشين مال بقر так حواغش سولن بكا جدانا улицах أزواغر واغر ستو سجديكاغ حنس حخلرتن سدواغر سيجي بعدين خلقي تكازيك دوق إيلاج بيغا شدر از ديست قي شيتلا لو تاج داخر راز بولشن آخر لا من ماق حل خزق فتي مجش ذات ستخو حتى خلتش واغر خدات ستقعدوتي تحلي خوجي جتر إيرتش قوانجج بحا سيدول داخي حلوري إلي داق حل خزق دول خوخ إلي سولن بك وهد داقر حنزه وزم نتبول شين سجوالي كنو أجداخ سنجلدو وين خوري أتا خدر لا تواخر مرج دني قست حد شخك ديك بوغ بق حبوق تبولج قونخي تاريخ و مخكو سولنبек Мамилов алج يسكورت قانله قير همدات وقدالات خياق قاي شورت قمل خياق كي خاتسون سخن ولي لاموكي سينا خدوك علو اسي سينا خد سويتي واخر داتس Eis gemel joak, so wat. Tahik jelino, qadar khatsun. Say balkha gawashes, vino ha. Ruz qadir tabqa il khaniyat. Sokhan wali lamut سقم أصدق دلوح سي سقم حدواتش واخر داتس سولن بك أصدق وطحة موقش خوحة ماش خوحة حيت يحينو حيت يحلينو دال بيو ووحة أصدق وطحة. Дорогие друзья, слово предоставляется федеральному инспектору представительства полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Смирнову Виталию Викторовичу. Талантливый человек, талантлив во всем. Ну, история выиграла или проиграла. Вот во вступительной части нам наши дорогие ведущие сказали, что он учился в Грозненском пединституте, но он учился на историческом факультете. Я тоже исторический факультет закончил. Поэтому думаю, что история, наверное, многое потеряла. Ну, не может быть человек на экране равнодушным, не имеет права. Если он выходит на многомиллионную аудиторию, прежде всего он должен быть искренним. И вот слово «искренность», на мой взгляд, ну, наверное, самое определяющее в вашей жизни и в вашем творчестве.
От души мы вас поздравляем. Но маленький наказ еще имеем. И наказ этот заключается в том, что ну вот, мы все знаем, что вы работаете над экранизацией романа Идриса Базоркина. Мы с нетерпением ждем итогов вашей работы. С нетерпением ждем. И дай Бог вам помощи Всевышнего и здоровья, и творческой удачи в том, чтобы вы завершили это творение. Мы будем еще больше вас приветствовать, чем сегодня, увидев плоды этого труда. Дай Бог вам здоровья и счастья во имя высокого светлого искусства. В 2012 году Сулумбек Мамилов снял 3 документальных фильма, посвященных мужеству и силе духа наших современников, которые, преодолевая большие трудности, все же шли к намеченной цели. В их числе картина под названием «12 секунд до взрыва», в которой режиссер поведал о мужестве сотрудников правоохранительных органов и геройском подвиге героя России Руслана Нальгиева, грудью заслонившего своих сослуживцев от неминуемой гибели. Этот фильм, как и многие другие документальные фильмы, Мамиловым был снят в сотворчестве с его близким другом и коллегой, известным документалистом Вахтангом Микеладзе, который высоко ценил талант и человеческие качества нашего соотечественника. Внимание на экран. Разве не герои, погибшие в бою сотрудники РОВД? Живые и мертвые, все они совершали этот подвиг. Иногда мы слышим, что нынешнее поколение воспитано по-другому, что молодежь не будет рисковать своей жизнью ради других. Будет. Будет. Именно так поступили назрановские милиционеры. Призрачно все в этом мире бушующее. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. Звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Весь этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать да беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он
называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Называется жизнь. Называется жизнь. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Ингушетия Петимат Аушевой. Сердикхо, добрый вечер. Я от имени правительства Республики Ингушетия и от себя лично поздравляю вас, Сулумбек Ахмедович, с 70-летним юбилеем. Вас по праву считают мастером отечественной кинематографии. Ваши произведения отличают не только неповторимый творческий почерк, но и гражданство. Острый взгляд на актуальные нравственные и общественные проблемы, и поэтому они заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителя. От всей души желаю вам счастья, здоровья, новых профессиональных успехов и творческого вдохновения. С уважением, Гагиев Руслан Магомедович. Баркум, спасибо за поздравления. Ну и, конечно же, подарок нашему дорогому юбиляру. Слово предоставляется министру по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Индиеву Муслиму Алихановичу. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем юбилей великого актера, кинорежиссера, чей творческий путь насыщен художественными и документальными фильмами. Человека-патриота, человека, который любит свой народ, свою землю. Через свой труд, который показал трагедию, боль и силу духа нашего народа. Чего стоит фильм «Только ночевала тучка золотая». И это в те годы, когда еще не все смели об этом говорить. Я хорошо помню свой трепет в детстве, когда я впервые с экрана телевизора услышал ингушскую речь. Это были слова Грозного Казбича. Но только вот недавно, можно сказать, относительно недавно, я узнал, что это был наш легендарный Сулумбек Мамилов. То есть человек, которым мы гордимся. Турпулхова Дыдза Элч, уважаемый, дорогой брат, от имени Министерства по внешним связям, национальной политики, информации, печати Ингушетии, от себя лично искренне поздравляю тебя. Дал дьякл волха. Желаю силы, энергии для дальнейших творческих успехов. Тхон дал ешму волха. Хавуд за каман ваава турпулхова. Герой волха Эрсиадла Элч. Дал дьякл волха Сулумбек. Несмотря на то, что режиссером сделано очень много и в области кинематографии, Сулумбек Мамилов, как и все его коллеги по цеху, считает, что его главный фильм в жизни еще не снят. Сегодня у режиссера много написанных сценариев, задумок и планов, которые он еще надеется воплотить во благо развития нашей республики и искусства кино. А между тем, время доказывает, что картины, снятые режиссером несколько десятков лет назад, и сегодня популярны и любимы зрителями. Свидетельством этому служит неделя кино Сулумбека Мамилова, которая по инициативе Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия проходит на всех киноплощадках республики с 24 по 30 августа. В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию кинорежиссера. Жители республики встречаются с юбиляром и имеют возможность ежедневно в 14:00 на благотворительной основе в кинотеатрах «Дружба», «Киностар» в городе Назрань, в Центре культурного развития в городе Магаз и в Доме культуры сельского поселения Нестеровское посмотреть фильмы «Ночевала тучка золотая», «День гнева» и «Дамское танго». Заслуженный артист Республики Ингушетия Адам Плиев и Милана Джанхотова. Ингушский парный танец. Встречаем.
Сегодня на нашем вечере присутствуют друзья, коллеги Сулумбека Мамилова, с которыми он вместе работал в Чечено-Ингушском театре имени Ханпаши Нурадилова. И мы приглашаем на сцену наших дорогих гостей, главного режиссера Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Руслана Хакишева, актеров театра Хамида Азаева и Хамида Давлетмирзаева. С Сулумбеком мы дружны уже, пожалуй, 59 лет. Началась наша дружба в театральном институте на актерском факультете. Затем мы работали в театре Чечено-Ингушском актерами. Затем я ушел в режиссуру, и он в кинорежиссуру. Меня удивляет, вот за все годы мы часто встречаемся в Москве, делимся планами, вспоминаем, и наша дружба продолжается. Я говорю, меня удивляет все время вот стойкость его характера, вот его черт характера. Вот как он пришел в институт, он человек с чувством доблести был, любил искусство и остается преданным. Он был интернациональным по взаимоотношению с людьми. Он любил искусство, и самое главное, его корень, для чего оно и к чему оно служит. И в дальнейшем это все повторялось в его искусстве, в его фильмах. Сулумбек, самое дорогое – это и здоровье, и те творческие планы, которые, я надеюсь, ты осуществить. Всегда приятно бывает, когда, вот я говорил, ежегодно мы встречаемся, да, и ты знакомишься с коллегами, все, и как-то в сторонке, ненавязчиво, оператор, режиссер всегда перечисляет именно те качества, которые в тебе были, которые тебе дали. Мать с отцом, да, духу. Пожелания в адрес юбиляра поступали изо всех уголков России. Дорогой Сулумбек Ахметович, сердечно поздравляем тебя с 80-летием. Всевышний даровал тебе талант, добрый нрав, любовь к своему многострадальному народу. Весь твой жизненный путь тому подтверждение. Ты заслуженный деятель культуры Чечено-Ингушской ССР. Талантливый советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер. Наше первое знакомство состоялось в годы героической борьбы за восстановление справедливости в отношении репрессированных народов СССР, в том числе ингушского народа. Ты был делегатом судьбоносных 2 и 3 съездов ингушского народа, членом Организационного комитета по возрождению ингушской государственности, лидером Московского землячества ингушей в те непростые годы. И твои братья Магомед, главный редактор Мосфильма, внесли достойный вклад в осуществление ингушской мечты, в возрождение ингушской государственности. Вами могут гордиться ваши потомки. Крепко обнимаю. Бексолт Сейнаруев, председатель Народного совета Ингушетии по возрождению ингушской государственности, доктор юридических наук, профессор, город Москва. Предоставляем слово министру культуры и архивного дела Республики Ингушетия Марет Багаудиновна Газдиева. Просим вас. Прежде всего хотелось бы выполнить очень приятную миссию, потому что юбилей нашего соотечественника – это не только наша с вами тема, это тема федеральных органов власти и, в частности, Союза кинематографистов Российской Федерации, членом которого является наш Сулумбек Ахметович Мамилов, и как человек, который внес огромный вклад в развитие не только советского и российского кинематографа, ему учреждена награда в сегодняшний день. Я прошу зачитать. Режиссеру, актеру, сценаристу Мамилову Сулумбеку Ахметовичу объявить благодарность Союза кинематографистов Российской Федерации за значительный вклад, творческий вклад в кинематограф. Примите искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия, успехов в творчестве с 80-летним юбилеем. Председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Сергеевич Михалков. Сулумбек Ахметович, дорогой, очень трудно сказать вот в нескольких словах то, что я думаю о вас, то, чем переполняет сегодня сердце. Я глубоко ценю то, что вы сегодня вместе с вами. Дорогие друзья, сегодня Сулумбек Ахметовичу день в день исполняется 80 лет.
И он не в Москве, там, где он проживает постоянно, не в кругу своей семьи. Он вместе с нами. Он всегда был и остается вместе со своим народом. И сегодняшний день его присутствие этому свидетельству. Далсидота. Ну, так сказать, дополнение к сегодняшнему вечеру, хочу сказать, что все, кого мы привлекали к мероприятию, сразу откликались. Это свидетельство глубокого к вам отношения, уважения. И Руслан Зангиев написал эпиграмму. Талантливый еще, я вам скажу, я немного всплакнула в кабинете, он свидетель, что он ее написал за несколько дней. Но есть еще одно обстоятельство. Буквально за 2-3 дня до этого юбилея я не знала, что вам подарить, я не знала, чем вас порадовать и как оставить у вас память о сегодняшнем дне, какую-то такую яркую память. И, наконец, мне помогла очаровательная, но очень талантливая, уникальная девушка. Это Лида Оздоева, у которой золотые руки. Она сотворила чудо. Я попросила ее изготовить портрет, но не просто портрет, а портрет в образе. И она, проникнувшись глубоким уважением и любовью к вам, как к такому уникальному человеку, создала, на мой взгляд, шедевр. И все присутствующие сейчас могут в этом убедиться. На долгую память вам, вашего Казбича, который навсегда останется молодым вместе с вами в нашей душе. Из рыбьей кожи. Для тех, кто не знает, это уникальная технология изготовления картин из рыбьей кожи. Спасибо Лидии Оздоевой. Мастерица, кстати, в зале сегодня присутствует лично. Давайте поаплодируем и мастерице, и министру культуры и архивного отдела Республики Ингушетия за пожелания и за эти теплые слова.
сиденье отбила вагон. Мост шуховый, эй, генди, пожил еще шей. Дурится, тупится, мэрился, двинулся, хайда на барбиш, сиденье отбила вагон. Мост шуховый, эй, генди, пожил еще шей. Дурится, тупится, мэрился, двинулся, хайда на барбиш, сиденье отбила вагон. Мост шуховый, эй, генди, пожил еще шей. Мост шуховый, эй, генди, пожил еще шей. Ну что ж, слово предоставляется председателю Ассоциации театров Юга России, заслуженному деятелю искусств Республики Ингушетия, советнику ректора РАТИ ГИТИС Микаилу Базоркину. Я Сулумбека знаю очень давно. Он меня так давно не знает, потому что я тогда пацаном был. Он на меня внимания не обращал, когда мои старшие общались с ним, разговаривали с ним и о нем. Я все слушал, запоминал. И это, конечно, во многом не могло не сказаться на формировании моей личности. Эти знания, как, наверное, и на формирование личности многих присутствующих, особенно тех людей, которые так или иначе связаны с нашей профессией. Вот. Я не буду многословен, Сулумбек, удивительно, где бы я вас ни встречал, дома, в Москве, вы всегда удивительно интеллигентны. Я не побоюсь такого словосочетания, прошу за него простить, на генетическом уровне интеллигентны. Вы не только приятный в общении, вы несете вот какой-то, вот вы появляетесь, впереди вас появляется аура. Спасибо вам за это и за то, что вы на сегодняшний день, неоспоримый этот факт, вы являетесь головой, по крайней мере в нашей профессии для всех нас вы неоспоримый авторитет, и мы все во многом берем с вас пример. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется директору театра юного зрителя Республики Ингушетия Мусе Хадзиеву. Встречаем. Благодаря вот вам сидящим, Сулумбек, тебе, Руслану Хакишеву, Давлету, благодаря вам, мэтрам, я, наверное, ну и Цицкиеву Магомеду, отцу, я, наверное, все-таки вышел на эту сцену. Остался в этой профессии, продолжил работу отца. Я много говорить не буду, вы для меня самые родные, близкие люди, от которых я черпал только самое-самое лучшее. И у моего любимого поэта есть несколько строк. Это Джамалдин Яндиев. Я так красиво, конечно, как он, сказать не могу, но хочу передать его словами. «О, дай мне время, дай мне время». Дай время мне вскочить в седло, дай время ногу вставить в стремя, отбросить робость, точно бремя, от Родины в счастливый час похвал дождаться. Дай мне время излиться до конца в поэме и как трубы призывной медь в горах родимых прозвенеть. Все то, что сердце хочет спеть, вернуть народу. Дай мне время. Вот такие строки. Пусть они будут на протяжении всей твоей жизни, Сулумбек, лейтмотивом твоего творчества. И поскольку уж мы говорим о подарках, то у меня тоже своего рода такой вот очень недорогой, но от души подготовленный подарок я сделал, Сулумбек. Потому что память человеческая, она движет нами. Это то, что передается из поколения в поколение. Я взял у вас, передам дальше своим, также и все остальные. То есть все передается, все это. И вот таким образом и наш народ выстоял, именно благодаря этой памяти. И я хотел бы сделать такой вот чисто символический подарок. Вот такое золотое перо. И чтобы ты, Сулумбек, записывал всю свою историю жизни, память для своих потомков, для нас всех. Вот в такую тетрадь.
И пусть она останется как яркий документ творческой личности человека. Баркалхан. Несмотря на то, что Сулумбек Мамилов сделал многое в области кинематографии, он считает, что свой главный фильм он еще не снял, и впереди у него грандиозные планы. Дорогой мой самый любимый, уважаемый народ, вы все для меня народ. Я вам чрезвычайно благодарен. Я хочу вот с кого, значит, по имени назвал бы каждого бы обнял и сказал бы вам все добрые слова. Я вам очень благодарен, что вы меня сегодня уважили и пришли сюда. Вот. Я благодарен в первую очередь нашему министру, нашей красавице. Я говорю, как-то эти кинематографисты, которые приезжают на фестиваль, я там был председателем жюри, а в Москве их встречаю, это все звезды кино, они меня все хорошо знают, они говорят, слушай, самый красивый министр культуры в России, как себя чувствует, они меня спрашивают. Значит, им всем нравится приезжать сюда. И вот сейчас то, что я здесь среди вас оказался, это вот вина ее. Поэтому тебе огромное спасибо. Я хочу всех вас бесконечным человеческим образом поблагодарить, сказать, я этот день, даю вам слово, до конца своих дней не забуду. Все ваши хорошие слова, сказанные в мой адрес, они меня окрыляют, они мне дают силы. Я вам один маленький секрет открою. Как я сейчас знаю кино, и как я помудрел, я никогда раньше, когда эти фильмы они не без изъянов. Вот теперь я сделал бы шедевр. Я говорю это в наглую. Я сейчас делаю его так, то, чего от меня ждал и Говорухин, то, что от меня все ждали и говорят. Я шел к своему главному фильму, как бы репетируя. Вот честно вам, как на духу это говорю, потому что, вот смотрите, первый фильм я снял, это детектив. Да? Особо опасный. Второй фильм – это фантастика. Нет, это не фантастика еще. Это второй фильм – это мелодрама. Этот самый «Дамская танго». Третий фильм – это фантастика. Это все разные жанры. Четвертый фильм – это «Ночевала тучка золотая». Трагическая драма. Пятый фильм «Убийство на Ждановской». И мне говорят на студии эти кинокритики, слушайте, Сулумбек Ахмедович, мы не можем понять, какой же ваш жанр, какого плана вы режиссер. Вот я говорю всякого. Потому что в том, что я собираюсь снимать когда-то, из тьмы веков, там все жанры присутствуют. И мне это надо знать четко. Потому что если я сниму из тьмы веков плохо, то меня четвертуют. На этих фильмах, поругает критика, все. А там меня народ отвергнет. Если народ отвергнет, большей трагедии для меня не будет. Хочу еще раз сказать вам огромное спасибо. Я, если Аллах даст мне силы, обещаю вам сегодня, в свое 80-летие, я обязательно должен снять еще 3 фильма. Баркал, всем, кто мне сочувствует, кто мне желает добра, я постараюсь вас не подвести. Да, еще дух захотшу, мершли лучше, и расхалчуну, шунцамал лучше. Музыкальный номер «Танец» в исполнении Лилия юбиляра Гандарова. и песня в исполнении замечательной артистки Лилии. Встречаем, друзья. Ломашка бухнула, щила, что до лети, за кирах бухбулар, а без лети. Ломашка бухнула, щила, что до лети, за кирах бухбулар, а без лети.
берсик я зиму мара, хацы мою жила цуплому мара. Асу махадо да берсик я зиму мара, хацы мою жила цуплому мара. Hazar kulagan tresi, выюртыцы хазар полячи дети. Солнце на визор, посидол жвети, солнце на ишем, паях ёлы жвети. Солнце на визор, посидол жвети, солнце на ишем, паях ёлы жвети. Кагир пать хамада сырезы вети. Эйри сахатейтер дашу махвети, цунцу на лирдогар асхер жарвети. Эйри сахатейтер дашу махвети, цунцу на лирдогар асхер жарвети. Эйри сахатейтер дашу махвети, цунцу на лирдогар асхер жарвети. Эйри сахатейтер дашу махвети, цунцу на лирдогар асхер жарвети. Ну а мы, в свою очередь, поздравляем одного из первых ингушских режиссеров, который по сей день продолжает создавать яркие и интересные кинокартины.